Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Тува-24. В студии Алдынай Хавалык, и сегодня в выпуске. Глава Тувы Владислав Хавалык в рамках рабочей командировки в Москве встретился с генеральным директором Дом РФ Виталием Мутко. В рамках национального проекта образования федерального проекта «Успех каждого ребенка» Тувинский аграрный лицей-интернат получил биолабораторию «Умная теплица». В республике после Нового года наблюдается рост заболеваемости ковидом. В Туве все больше жителей становятся участниками программы «Социальный контракт». Глава Тувы Владислав Хавалык в рамках рабочей командировки в Москве встретился с генеральным директором Дом РФ Виталием Мутко. Было рассмотрено несколько важных вопросов, и один из них – это льготная ипотека для республики. Дом РФ и власти Тувы планируют запустить специальную ипотечную программу для покупки квартир в новостройках по ставке до 2% годовых. Льготная ипотека позволит жителям республики улучшить свои жилищные условия, работу над запуском программы и перспективы сотрудничества по другим направлениям, в том числе по реализации инфраструктурных проектов, обсудили генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко и глава Тувы Владислав Хавалык. Дом.РФ и власти региона планируют запустить специальную ипотечную программу для покупки квартир в новостройках по ставке до 2% годовых. Предварительно разработана региональная программа льготной ипотеки, по которым мы определены условия предоставления льготной ипотеки. Определен максимальная сумма финансирования для республики. Это порядка 26 миллиардов. Срок действия. Крайний срок у нас по льготной ипотеке 30 июня 2024 года. Значит, определена максимальная сумма для одной ипотечного кредита. Это не более 6 миллионов. Срок действия кредита не более 30 лет, соответственно. До 2026 года в Туве планируется построить около 5000 новых квартир. Важно, чтобы жители республики, которые хотят улучшить жилищные условия, могли купить жилье на выгодных условиях с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. С застройщиками, которые у нас ведут строительство по нашим микрорайонам застройки, это у нас микрорайон «Спутник», 3-4 квартал, микрорайон «Полигоны», микрорайон «Мунгун». Там, где у нас определены застройщики, ведется строительство, проектная работа, и будет начато строительство в этом году. Сейчас средняя ставка по ипотеке в Туве составляет почти 9%, а в рамках новой льготной программы до 2%. Такие условия по ипотеке с господдержкой сейчас предлагаются только в рамках дальневосточной ипотеки. Соответственно, процентная ставка будет действовать только для новых квартир. По нашим предварительным подсчетам и подсчетам Министерства финансов Республики Тува, объем возможных предоставленных кредитов определен в количестве порядка 4700 кредитов. Кроме того, на встрече обсудили применение механизма инфраструктурных облигаций Дом.РФ для проекта строительства магистральных сетей водоотведения для комплексной застройки микрорайона Преображенский в поселке Кайхем. Проект позволит обеспечить необходимой инфраструктурой почти 700 семей. Инна Клаян, Владимир Сюртук, Миран Иргит, телеканал Тува-24. В конце прошлого года в Кызыле запущены 3 новых автобусных маршрута под номерами 104, 105 и 106. Схема дополнительных автобусных рейсов создана по многочисленным просьбам горожан и жителей правого берега, а также поселка Кайхем. Все подробности далее. Новые маршруты стали продолжением работы Министерства дорожно-транспортного комплекса Тувы по реализации инициативы главы региона по реформированию системы пассажирских перевозок в республике, которую Владислав Хавалык озвучил в своем послании на 2022 год. Для исполнения поручения Миндортрансом на условиях лизинга летом прошлого года были приобретены 18 новых автобусов марки «Ютонг». Маршруты по расписанию: с 6:30 утра первый рейс и в 22:30 последний рейс заканчивается на конечной остановке. Таким образом повысили качество перевозок по Кызылской агломерации на территории. По данным маршрутам у нас всего задействовано в 105-м маршруте от 3 до 5, то есть 3 единицы автобуса – это у нас выходные дни, и до 5 единиц автобусов – это у нас будние дни. Кроме того, на 106-м маршруте у нас задействовано от 4 до 6 единиц автобусов. И на 104-м маршруте у нас задействовано от 8 до 10 автобусов.
Вот новых пригородных маршрутов были разработаны по результатам опроса среди жителей Кызыла и пригорода. Таким образом, в настоящее время новые автобусы курсируют по 3 новым линиям. 104 – Серебрянка, Студгородок, 105Т – Детский сад «Звездочка», общежитие аэропорта и 106 – ТЭЦ «Звероферма». Интервал составляет в среднем 20 минут, смотря от направления. В дорожном ведомстве не исключают рост тарифа за проезд в новом общественном транспорте из-за ряда причин. Приобретение и замена именно расходных частей, вот этот момент присутствует, в том числе это и горюче-смазочные материалы, да, то есть это дизельное топливо. Мы все понимаем, что дизельное топливо сейчас средняя стоимость на территории Кызыла составляет 73 рубля, 73-74 рубля за литр. Кроме того, и смазочные материалы, да, то есть масло, жидкости. Индексация тарифов на перевозку пассажиров общественным городским транспортом происходит по всей стране постепенно. Здесь учитываются все «за» и «против» в интересах пассажиров и экономики региона. Данный вопрос сейчас на обсуждении, то есть на сегодняшний день пока не принято решение, то есть решение еще не принято, но сейчас в данный момент обсуждается, в том числе обсуждается и на уровне правительства, обсуждается и с экспертным советом, да, то есть у нас имеется тоже экспертный совет, есть, обсуждается и тариф, именно повышение тарифов обосновывается именно расчетами, то есть расходы организации перевозчиков и доходы, да, и в связи с этим у нас есть уполномоченный орган, служба по тарифам Республики Тува, и данная служба предварительный расчет уже сделали. Выполнением пассажироперевозок занимается подведомственное предприятие «Тува-Автотранс», в котором сформирован штат опытных водителей, механиков и слесарей, который обслуживает новые автобусы. В соответствии с законодательством водители проходят ежедневный медицинский осмотр. Механики и слесари обеспечивают ежедневный технический осмотр и плановый ремонт транспортных средств. Чинчи Кашпукол, Шалбан Мангуш, Софья Сая, телеканал Тува-24. В правительстве Тувы прошло 4-е очередное заседание Совета по взаимодействию Верховного Хурала 3-го созыва с представительными органами муниципальных образований в режиме видеоконференц-связи. О том, какие вопросы рассмотрели на заседании, смотрите далее. На заседании присутствовали депутаты Верховного Хурала, а также представители Общественной палаты и правительства Республики Тыва. Так, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва Айдын Чудюк отметил от лица главы важность проводимой работы. Считаю необходимым повысить роль муниципальных особенно глав Кожуна. Им недостаточно быть просто спикерами Хурала. Главы должны вникать во все дела и вместе с председателем администрации нести ответственность за состояние дел муниципалитета в каждом регионе. Вводится практика отчетов глав Кожунов и городских округов. Основной задачей органов местного самоуправления является выявление и решение системных проблем. Если возникают вопросы, депутатский законодательный корпус всегда придет на помощь. Действительно, на сегодняшний день обеспечение нормативно-правового поля муниципального образования – это один из важнейших ваших задач. Это у нас на сегодняшний день все двери наших комитетов Верховного права открыты. Всегда мы готовы помочь, подсказать. Для решения вопросов с главами районов Верховный Хурал создал координационную группу депутатов для обмена мнениями и информацией. Всего 6 групп по вопросам ЖКХ, территориальному планированию и градостроительству, по решению вопросов местного значения и информационной политики, по образованию, здравоохранению, культуре, молодежной политике, спорту и социальному развитию. На заседании утвердили состав групп. Против, воздержался, не принято единогласно. Также обсудили вопрос о реабилитации и лечении участников СВО. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай выступил с докладом и ответил на вопросы, в частности, по реабилитации военнослужащих, которые нуждаются в протезах. По именно реабилитации, когда уже человек получит, да, естественно, здесь Министерство здравоохранения в стороне не будет. Необходимости протезирования, эта группа населения, она уже у нас получает инвалидность согласно индивидуальной программе реабилитации. Все, как моменты, которые, в принципе, отработаны, как таковой потребности сейчас у нас пока на данный момент нет. Еще один важный вопрос, который обсудили на заседании – гарантии выплат участникам СВО и членам их семей. На сегодня имеется несколько мер поддержки, все они выполняются в срок. При необходимости каждое обращение рассматривается адресно. Алдын Казбуян, Буян Уюн, Софья Сая, Тува-24.
Наблюдать, анализировать и исследовать процесс роста овощных культур с нулевого цикла. В рамках национального проекта образования федерального проекта «Успех каждого ребенка» Тувинский аграрный лицей-интернат получил биолабораторию «Умная теплица» и полевой набор для наблюдений и сбора материалов во время экспедиции. Как работает «Умная теплица», чем она отличается и как изменились привычные уроки биологии у школьников, расскажет Айра Сад. Влажность воздуха 49%, температура 27 градусов и влажность почвы 78%. Параметры умной теплицы именно на данный момент и час. Все параметры для полноценного развития и роста овощных культур учителем биологии вводятся вручную. Кроме того, в биолаборатории предусмотрена и автоматическая система полива. А для ускорения процесса фотосинтеза подсветка может меняться. Вот в этом экране мы здесь устанавливаем, он сенсорный у нас, устанавливается время, влажность, просвечивание дневного цвета. Для увлажнения воздуха мы добавляем сюда воду. Если недостаточно воды, то здесь, конечно, пока будет показывать синий цвет. А для полива мы воду поливаем вот в эту емкость, да, и когда недостаточно воды, то вот в этом экране будет просвечиваться красный мигающий свет. Ученики 6 класса во время дополнительных занятий проводят эксперименты по выращиванию овощных культур с нулевого цикла. На сегодняшний день уже посадили семена перца, помидора и арбуза. Как рассказывает учитель биологии Айлан Сад, рост овощей в умной теплице в 2 раза быстрее, чем в привычных и традиционных условиях. Умная теплица – это дает ребятам возможность развивать себя на условиях, как можно вырастить растения в будущем, если кто-то хочет стать агрономом. Дети работают с удовольствием, и этот проект дает возможность всем детям развиваться и проявлять свои таланты. Ребятам наблюдать, анализировать и исследовать процесс крайне интересно. Причем эти темы входят в школьную программу. Каждый ученик ведет свой дневник наблюдений. Когда появилась в нашем лицее эта умная теплица, ученики подумали, что это наподобие игрового автомата. Но учителя нам объяснили, что это умная теплица. В ней поддерживается определенная температура воздуха, влажность, а также режим полива. Ученики собрали семена и посадили. Теперь мы за ними наблюдаем. Мы изучаем всякие клетки, нам это интересно. Потом мы это рисуем и показываем учительнице. Мы летом выращиваем цветы, овощи. И когда наступает зима, мы эти растения, овощи вкладываем в столовую и едим их. Умная теплица работает очень круто. И там можно полюбоваться, как растения это вырастают. Я там бы посадил арбуз, потому что я его очень люблю кушать. И потом я туда посадил желтый перец со своими друзьями. Набор для гидробиологических исследований, мини-экспресс-лаборатории, микроскопы, увеличительная лупа, электронные весы, нейтротестеры, специальный сачок и многое другое. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования аграрный лицей-интернат получил и полевой набор для наблюдений и сбора материалов во время экспедиций. Здесь у нас идет рюкзак, полный комплект для полевых экспедиций. Туда входит вот внутри все тест-комплекты для измерения различных структур – почвы, воды, воздуха и так далее. Можно узнать состав почвы, кислотность почвы, преобладание каких-нибудь там аммиачных, хлоридных структур. Это все определяет. То есть очень много тест-комплектов. С этим аппаратом можно определить на содержание нитратов в продуктах. На базе аграрного лицея-интерната создана региональная экостанция, которая представляет собой новый образовательный формат экологического образования и просвещения школьников. После получения первых ростков, выращенной в умной теплице, рассады планируют высадить на территории аграрного лицея-интерната. Айра Сабиамагуш, София Сай, телеканал Тува-24. В столице Тувы продолжается строительство нового современного микрорайона Мангун с многоквартирными домами и всей сопутствующей инфраструктурой. Старт продаж квартир еще не начался, поэтому генеральный директор компании «Трансстрой» уже обратился к жителям Тувы с просьбой быть бдительными.
По словам генерального директора абаканской компании «Трансстрой», старт продаж квартир в новом микрорайоне еще не начат, и компания ни с одним риэлторским агентством договор еще не заключала. Однако риэлторы, по словам зрителей, говорят обратное. Мы решили проверить и позвонили на один из указанных в общем доступе телефонов. А договор когда заключать? Когда у вас продажи-то начнутся? А у нас агентство недвижимости. Мы уже заключили договор с застройщиками, они находятся в Абакане. Вы можете пока просто бронь сначала сделать. Бронь, она у нас бесплатная. А, у вас договор уже с застройщиком? Да, у нас есть договор с застройщиком. Но по планам застройщика представители риэлторских контор Тувы еще только планируют пригласить на встречу, чтобы заключить договоры с самыми надежными. Старт продаж еще не начат. Мы его начнем примерно через 2 недели. Об этом мы обязательно всех уведомим через наш сайт, через социальные сети. Офис продаж у нас на объекте начнет работать в апреле, а до этого времени в телефонном режиме через наш офис в Абакане и путем нашего сайта вы сможете забронировать, связаться с менеджером, получить консультацию. Напомним, что старт строительства нового микрорайона Мангун был дан в сентябре 2021 года. Над соглашением работали несколько сторон. Это Тува в лице исполняющего обязанности министра строительства республики Аяса Хунайола и представители строительных организаций соседних регионов. Одним из инвесторов строительства нового микрорайона стала абаканская компания «Трансстрой». На сегодняшний день мы начали работать по первому кварталу нашего комплекса. Он включает в себя 4 дома. Это 2 дома 6-этажных и 2 дома 9-этажных. Значит, в планах в этом году начать строительство еще 2 кварталов. Об этом, обо всем мы будем оперативно информировать всех заинтересованных путем нашего сайта. О ходе строительства можно будет ознакомиться на официальном сайте компании. В новом микрорайоне будут построены 37 многоквартирных домов общей площадью 160 тысяч квадратных метров. Каждый дом будет иметь свой уникальный облик, но при этом стандарты будут едины для всего микрорайона. Высота домов будет разной – в 6, 8 и 9 этажей. Самое главное, что на территории предусмотрено строительство 3 детских садов и школы на 825 мест. Прекрасный микрорайон с акцентом на комфортное проживание людей, на обдуманные пешеходные движения, на приоритет для человека, на особое внимание для реализации проекта безбарьерной среды, взаимодействие с социальными объектами, со школой, с детскими садиками. То есть вот эта внутренняя логистика микрорайона, она будет очень комфортной. Новый микрорайон будет оснащен новыми технологиями, системами управления доступом, подземными парковками для автомобилей. Правильные архитектурные решения позволят микрорайону отличаться от стандартных и часто применяемых решений. На сегодняшний день старт продаж от 100-110 тысяч квадратный метр. Это в зависимости от типа квартиры, от отделки, от типа дома. Дома тоже будут отличаться, потому что будут дома, где будет меньшее количество квартир, будут дома, где побольше. Все это будет, и это уже есть на нашем сайте. Вы можете зайти на страницу нашего сайта, ознакомиться, позвонить, дополнительную консультацию получить по телефону. Планируется на первых этажах домов расположить магазины, кафе, рестораны и офисы. Реализация проекта продлится до 2030 года. Инна Клоян, Чайхан Дангак, Самдан Ильгиз, телеканал Тува-24. 30 января 2023 года инспектором по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Кызылу от педагога одной из школ столицы поступило сообщение о том, что 3 учащихся школы не посещают учебные заведения. Инспектор выехал на проверку и обнаружила 3 несовершеннолетних детей 11, 13 и 14 лет, которые находились в социально опасном положении в отсутствии родителей.
Как установил сотрудник полиции, с 26 по 30 января дети находились в частном доме одни. В помещении отсутствовали продукты питания, дети не посещали учебное заведение. 38-летняя мать детей со своим 45-летним сожителем оставила детей и распивала спиртные напитки на территории города Кызыла. В действиях матери детей усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В целях защиты жизни и здоровья малолетних детей инспектором ПДН дети были изъяты и помещены в Центр социальной помощи семье и детям города Кызыла. Напомним, в случае обнаружения ситуации, когда жизни и здоровью детей угрожает опасность, следует незамедлительно сообщать об этом в полицию. К теме здравоохранения. В Туве после Нового года наблюдается рост заболеваемости ковидом. О причинах, симптомах и рекомендациях врачей в следующем сюжете. В новой инфекционной больнице сейчас лечатся 26 пациентов с диагнозом коронавирус. 3 из них дети, которым еще нет и года. Хотя буквально в ноябре, декабре и еще в январе количество больных в стационаре не превышало 7-8 пациентов. Резкий рост заболеваемости врач медицинской части Маргарита Межит связывает с миграцией вируса. В мире заболеваемость растет в среднем и по Российской Федерации, да, Европа. Вот поэтому обычно завоз. И поэтому если у нас прослойка, высокий процент прослойки населения привитых будет, то заболеет мало человек. Стоит призадуматься, если вы вдруг начали испытывать следующие симптомы. Температура от 37 до 39 может быть, боли в горле, чихание, насморк, кашель. Вот те же симптомы характерные что для ОРВИ, что для гриппа. Кстати, у нас заболеваемость ОРВИ и гриппом тоже остается довольно на высоких цифрах, но стабилизировалась. Можно домой вызвать участкового врача или бригаду скорой помощи. Сейчас скорая помощь и врачи, участковые, которые ходят на вызовах, имеют с собой экспресс-повозки, на основании которых они будут ставить или исключать коронавирусную инфекцию. Поэтому, чтобы не заболеть, население у нас уже обучено, все уже знают, да, какие меры принимаются в целях нераспространения заболевания. Поэтому вот давайте все вспомним все наши профилактические меры. Штат инфекционной больницы укомплектован врачами высокого уровня с большим опытом работы, навыками в психологии общения с больными пациентами. Но чтобы не попасть на больничную койку, важно соблюдать правила и предписания врачей. Носить маски в общественных местах и обрабатывать руки антисептиком. Арес Мангуш, Владимир Суртук, Мирана Иргит, телеканал ТУВА-24. Помощь от государства по поиску работы, открытию собственного дела и преодолению сложной жизненной ситуации. В Туве все больше жителей становятся участниками программы «Социальный контракт». Так, жительница Сумоны Дердзигаксы теперь предоставляет услуги по химической чистке мягкой мебели. С Айгулей Андар встретилась Айра Сад. Эта хрупкая девушка Айгуля Ондар предоставляет услуги по химчистке мягкой мебели. Открыть свое небольшое, но любимое дело стало возможно благодаря социальному контракту. На предоставленные государством финансовые средства, а это 250 тысяч рублей, заказала из Москвы необходимое оборудование и специальные химические средства для чистки. В оборудование входит моющий пылесос, сушка и еще орбитальная машинка тоже есть. Это самые загрязненные диваны моют с ними, без щетки просто. Потом химию тоже покупала. Химию покупала Формула 90. Это самая такая хорошая, без вреда для здоровья. Айгуля Ондар принимает заказы не только в Сумоне Дердзигаксы, но и по всему Кахемскому району. Довольных клиентов на сегодняшний день достаточно, да и цены приемлемые. Начинающий предприниматель вначале изучала в сети интернет видео по химической чистке. Увлеклась, открыла свое дело, а теперь в планах расширяться. Мне самой нравится вообще-то убираться, поэтому мне самой понравилось. И вышла такая идея купить оборудование на химчистку. Тогда цены были адекватные. Потом сестра посоветовала пройти соцконтракт и купить, чтобы не было недостатков. Люди все еще спрашивают про химчистку одежды. Там шубы в основном они просят почистить. По всему Кахемскому району работаю. В основном в Сарксепе очень много клиентов бывает. И звонят даже из Софтувы. Выйти из кризисной ситуации, открыть свое дело и встать на ноги для жителей Сумона, участие в социальном контракте – это хорошее подспорье. Очень отрадно, что
правительство разрабатывает такие проекты, как социальный контракт. У нас помимо этого в прошлых годах, в 2020-2021 году тоже получали. У нас открылся и активно функционирует прачечная, стирка ковров. Не сидеть сложа руки, а искать пути заработка и развивать свое дело. В прошлом году в Сумоне Терзаксы по 4 направлениям по социальному контракту договор заключили 12 человек. Айра Салбиомагуш, Софья Сай, телеканал Тува-24, Кахимский район. Сегодня подвели итоги своей деятельности за прошлый год ученые Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований. Директор рассказал, какие находки были найдены и где находятся артефакты. В преддверии Всероссийского дня науки, который отмечается в стране 8 февраля, ученые ТИКПИ объявили День открытых дверей. Состоялась экскурсия, где гостям показали каменные изваяния разных эпох, найденных на территории Тувы. Здесь же на выставке можно увидеть старые печатные издания, книги, научные труды, написанные еще на латинском алфавите. Это культурное наследие тувинцев, говорят ученые. Памятников древних, которые на протяжении истории института собирали, ученые нашего института в составе. Директор Вячеслав Мартол также доложился о проделанной работе института за 2022 год с фотоиллюстрациями. Кангол Дава отметил важность работы ученых в современном мире, привел примеры о недопущении исчезновения тувинского языка как неразрывной связи народа между прошлым и будущим. Нам раньше говорили, что когда Аржан-1, Аржан-2, вот эти раскопки провели, нам говорили, что скифская цивилизация не в Европе, она начиналась, а там 5 веков до нашей эры. А здесь 7-9 веков, как нам профессор Чугунов рассказывал. И сейчас наука, говорят, сейчас думает, действительно здесь отсюда скифская цивилизация ушла. ТИКПИ планирует запустить свой интернет-магазин в первом квартале этого года. На сегодняшний день на электронном ресурсе tuvanbooks.ru размещены данные 74 изданных ТИКПИ книг для продажи разных жанров и направлений. От сказок тувинцев-тоджинцев до собрания архивных документов по истории Тувы. Эрес Мангуш, Шолбан Мангуш, Самдан Иргит, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу, а я с вами прощаюсь. До новых встреч!